Ну, привет, друзья! Сегодня у меня такой день. Сходил на охоту в местечко Холодильник. И поймал там 3 рябчика. 3 рябчика поймал. И сегодня надо мне их общипать там, дальше опалить. Я никогда шкуру не снимаю. Вон, барсик пришел. Эй, товарищ мой, ты чё? Надо было на охоту вместе со мной до холодильника сходить. А если без шуток, это меня, ребята, дядя Ваня угостил своей добычей. Вот такие рябчики. Ну и там не только дядя Ваня меня угощает, и дядя Миша угощает, и брат, старший брат тоже. Он тоже охотник, тоже угощает и дичью, и рыбой, и рябчиками, и, ну, короче, вот, всеми этими лесными вкусностями, как говорится. Сам уже находиться не могу. А обычно брат приносит уже все готовый, только вари, готов. А дядя Ваня вот решил мне, чтобы руки совсем не перестали работать, на зарядку мне рябчики общипать. Ну, я с радостью это буду делать сегодня. И вот одену передник. У меня сегодня пачвам из кузи рочняс. Но около печки здесь буду вот такой ящик себе приготовил. Вот сюда расположусь вот так на коленки и буду щипать сюда этих рябчиков. Ну, как говорится, рябчики это вещь, ребята. Все, я погнал, буду щипать. Сейчас я одену вот этот передник, там у меня передник есть. Вот, все, устроился вот так. Как-то надо все равно приспособиться. На улице дождь, куда я пойду? Вот здесь около печки там. Пачвом, как по-русски, предпечье, наверное, называется. Вот. И потихоньку буду вот так щипать. Потому что не люблю, когда вот это все кожа сдирается, и некрасиво, и неэстетично смотрится. А так потихоньку буду это все делать. Этот уже процесс подробно не буду снимать. Ну, общипывание есть общипывание. А потом еще включусь, когда буду опаливать. Вот эти рябчики. Ну, все, я дальше работать, ребята. А вы, ну, включусь там после того, как закончу. Покажу потом. По-коми это называется куштышам. Шула это рябчик, куштышам это... Что это? Куштышам это что? Куштышам это... Куштышам по-русски что? Ошипываем. Он барсик ждет вкусности. Ему достанутся там лапки. Он знает, что ему достанется голова, лапки и гуски. По-русски гуски, а по-коми бужиндар достанется ему. Ох. Он ждет. Умный. Вот, мяукает еще. Ничего, подожди чуть-чуть. Так, последние штрихи, так сказать. Ну, рябчик почти готов. Сейчас обрежу крылышки, то есть запчасти. Эта запчасть будет когда там печешь, там помазать там. Ну, короче, все пригодится. Крылышки, лапки барсику, хвостик тоже барсику и голову тоже
борщику, потому что мы не едим это. Ну, многие едят. И как бы нецелесообразно выбрасывать там голову, ногу, да, голову. Но мы так не делаем. Сейчас я быстренько это обрежу, и один рябчик у меня готов. Все. Так. Ну, скажем, один рябчик у нас готовый. Голову после, ну, опаливания. Так, дадим, вот, остались, сейчас, блин, крылышко упало. Крылышко куда-то упало, блин. Вот такие запчасти это себе, это на зиму там очень хорошая штука, там сковородки мазать, еще там выпечки когда делаешь, не надо никакие там щетки покупать, кисточки там. Это для брызги остались вкусняшки. А барсик у нас любит очень голову, но голову потом отдадим. И вот эту часть. Вот. Он сам будет там ушипывать. Конечно, в квартире потом, ух, ты куда лезешь? Держи! Держи тебя, гостинец. Ну, бери. А вот он любит сам ушипывать. Конечно, в квартире потом, дома потом получается, что везде перья, но пускай полакомится. А у меня еще два рябчика щипать. Вот. И в таком порядке все буду делать. Все. Пошел я. Первый готов, второй пошел. Все. Чистим дальше. Ой, ощипываем то есть дальше. Ну все, друзья, так. У меня все там, все уже я ощипал. Сейчас попробую полить все это дело. Вот такая горелка газовая. Желательно, конечно, на углях, но мы так делаем. Готово. 5 секунд и готово. Тишки-пушки, модыч меддас. Тишки-пушки, модыч меддас. Подушки. Как такового явного жирка с этого рябчика нету. Голову котам на угощение. Так. Первый пошел. Ну, есть немножко жирок, но не такой, чтобы аж прям течет. Вот так, ребята, я и пристроился на коляске рябчиков обрабатывать. Ну, как-то все равно надо пристраиваться.
А то, что в квартире я полю, ничего такого запаха нету, потому что у меня вон печка, а там тяга хорошая. И как такового запаха неприятного нету. А наоборот, приятный такой запах шашлычка. Ни в коем случае не советую сдирать кожу. Ну, когда лень щипать, они некоторые, ну, сдирают, как там у гуся, там. А у рябчика она тонкая, и там прослойка и так мало жира. А вон, смотрите, здесь вот здесь есть жирок. У этого рябчика уже, как бы у меня на пальцах, вон жирок остается. Вот одинаково одного дня добыча, один вот почти нету жира, а у этого уже есть. Нашел себе где нагулять жир. Вот так. Вот поэтому и перед печкой это все делаю, там тяга идет отличная. И вещь там, весь запах там уходит туда. Так, второй пошел. И у нас третий кандидат на СПА-процедуру. Бесплатные СПА-процедуры принимает рябчик.
так. Все, ребята, закончил я. Вот у меня вот такие пациенты. 3 рябчика. Все обшипал, опалил. Желательно, конечно, в печке опаливать там на углях, но мы уже так вот сейчас эти газовые баллоны есть такие, ну, с насадками. Горелки, то есть газовые, да. И очень удобно, быстренько раз, сделал еще. Теперь это 2 раза надо еще, ну, сполоснуть, чтобы чистенько все было. И в основном мы кушаем, ребята, суп варим. Это уже я не буду показывать там, что там, кастрюлю накидал, да. Чисто, ну, бульон очень вкусный у рябчика. Вот. Может, когда-нибудь там приготовим в мультиварке или в духовке рябчика. Это можно поснимать. А что, суп там, суп мне интересно. Там в кастрюле накидал, картошку добавил, да вот тебе и суп из рябчика. Никаких приправ туда не надо добавлять. Вот. Ну, что, вот остались там у меня запчасти, покажу у рябчика, что вот эти крылышки, это все в дело пойдут. Это хозяйке на зиму. Это целый год потом мы пользуемся вот такими естественными кисточками. Там для, когда там сковородки надо мазать и формочки для шанежек. Вот это я называю запчастями. И гостинцы. Гостинцы вон. Барсику, на, держи. Борис, это не тебе. Да что ты, блин? Сейчас. Барсик не любит ножки, а Бориска любит ножки. На, вот Бориска дадим ножки. А Барсику дадим... На, Барсик, держи. Держи. Барсику дадим хвостик. Вот. А Бориска, он любит ножки и голову. Вот он это и получит. Вот. Ну все. Это дело я закончил. Дальше, что будет происходить, сейчас еще поснимаю там на кухне. Вон кушают бродяги. Бродяги мои кушают. Лентяи. Мышей не ловят. Ничего не делают. Только вкусности от меня ждут. Я уже, ребята, обедаю после рябчиков. Но у меня на обед сегодня уха вот такая. Вот такая. Щучий хвост попался как раз. Уха такая вот. Буду обедать. Все, как говорится, природная еда у меня. Обед и завтрак, и ужин. Все, что... Ну, стараемся, что природа дает кушать. Ладно, я обедать. Как кушаю, уже не буду показывать. А у нас уже, ребята, жена начинает... Жена вкусняшку затеяла. К вечеру с чаем или с какао попить. Вот такая вкусняшка. Сейчас я поближе подойду, там, что она туда будет ложить. Кстати, как называется этот вкусняшка, которую сейчас делаем? Пушка, кругляшка. Пушка, кругляшка. Ну, такие пушечки там, растительное масло, да? Масле, да, будет делать, да? Да. Ну, сейчас я подойду поближе. Да. Так, это уже у нас, так, 2 яйца, пачка кефира, да? 2 яйца, пачка кефира. Тут еще ванилин и разрыхлитель теста вроде там идет. И все это вкусняшку будет перемешивать. Да, Маша? Да. Вообще не разговаривает со мной. Поговори. Не хочет. Головой машет. Говорит, не буду я.
разговаривать на камеру. Вот так. Уважаемые подписчики, не хочет жена на камеру сниматься, но хотя бы руки, да, то, что она делает, поснимаю. Так, 3 ложки сахара, да? 3 ложки сахара, 2 яйца, кефир, разрыхлитель, там пачку, наверное. Так, муку просеиваем через сито, не знаю сколько примерно. Там до состояния, это немного? Ой. Ну я, как обычно, там немножко учу. Немножко даю советы, так сказать. Пока не получил по затылку, он уже стучит, это сигнал, значит, все, перестаю учить. Да, Маша? Вот так. Я вообще-то жду вкусняшки, чтобы с чаем попить. И просто уже попутно снимаю, конечно. Ну вот так дальше. Сейчас уже потом включусь, когда уже тесто готовое будет. Тесто уже готово. Чуть-чуть это самое гуще, чем на оладушке. Ну или почти как оладушка. Вот. А сейчас уже будет Машенька моя, вкусняшки, кругляшки, пушечки. Это самое. В растительном масле или как там, в сотейнике, да, делать, жарить или как по-русски правильно. О! Уже 2 пышечки, кругляшки, пышечки. А что-то они крупноватые. И такие надо. Ну, говорят, такие должны быть. Ну, я, конечно, это, свои 5 копеек вставляю. Вот такие. Ой, аромат, ребята, идет. Бесподобно вкусный. Ну, там она на плите, жена, Маша. Жену мою зовут Маша. Ну, на камеру не хочет сниматься. Вот она там на плите, там сотейник, там масло и такие пушечки делает. Когда все будет готово, еще раз включусь. Ну вот и все, ребята, у нас. Кругляшки, пушечки готовы. Сейчас будем обсыпать сахарной пудрой эти вкусняшки и все. И уже будем пить чай. То. На завтра рябчики у нас готовы, чтобы там что-нибудь приготовить. А сегодня к вечеру вот такие пушки. Ну и не только к вечеру. Вдвоем живем, да. О, это надолго нам хватит этих вкусняшек. Может кто-нибудь в гости зайдет.
Вот хозяйка. Не хочет поводаться, но я... Нет, нет, да и показываю вам, друзья. Вот. Все вроде закончили. Ну все, друзья, подошел наш день такой, день приготовки. Вон приготовили, после рябчиков приготовили вон заварные, ну не заварные, а пушечки такие, кругляшки, очень вкусные к чаю. Сейчас будем с женой пить чай. Ну, вдвоем живем. Все, заканчиваю на этом видео. Гостям желаю нажать на колокольчик, гостям канала, и подписаться. Вернее, подписаться и нажать на колокольчик. Подписчикам нажать на колокольчик, оставлять комментарии, ставьте лайки. Поддержите мой канал своими, так сказать, ну, действиями, комментариями, лайками, подпиской. Все, всем пока, всем удачи, до новых видео, ребята.